Вот эта пациентка лежит на кислороде, она достаточно тяжелая, тоже с очень большим поражением. Это красная зона Челнинской 5-й горбольницы. Сейчас здесь 380 пациентов от 40 и старше. Свободных мест в последнее время нет, даже в реанимации. Когда выписывают одних, койки сразу занимают другие. Каждый день сюда привозят по 50 заболевших коронавирусом. Примерно такая же ситуация во всех ковидных госпиталях Татарстана. Развернуто уже 4500 коек. Четвертая волна коронавируса, которой так опасались, вероятно, все-таки наступила. По данным Минздрава, за последнюю неделю в Татарстане наблюдается заметный рост числа заболевших. Еженедельно их в среднем становится на 10% больше. Как говорит Марина Потяшина, такой рост они наблюдают последние 4 недели, и это вызывает большое беспокойство. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, она нас очень тревожит и становится крайне напряженной. Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Работа не останавливается, естественно, ни на секунду. Медицинские работники делают все, что в их силах. Роспотребнадзор отмечает, население расслабилось и повсеместно нарушает антиковидные меры. Сейчас республиканский штаб рассматривает возможность введения новых ограничений, как это сделали в соседних с Татарстаном регионах ПФО. Я думаю, что на следующей неделе мы будем более, может быть, предметно это обсудить. Нам нужна еще анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют. Ситуацию осложняют низкие темпы вакцинации. В сутки прививаются не более 1500 татарстанцев. Еще в июле эта цифра доходила до 18 тысяч. Слабо идет и ревакцинация. 14 256 – это явно недостаточно. Люди болеют или болеют по второму кругу. И если мы с вами сейчас не начнем продолжать заботиться о своем здоровье, то однократной вакцинации нам точно не хватит. Среди лиц 60+, прививку от COVID-19 сделали только треть жителей. Также мало среди вакцинированных и людей с хроническими заболеваниями. В сфере обслуживания привились всего 23% работников. Низкие показатели среди студентов. Поэтому я еще раз обращаю внимание лиц, которые относятся к этим категориям. И еще раз призываю сделать выбор в пользу вакцинации, и защитить себя не только от болезни, но и серьезных осложнений и печальных исходов. Зачастую вакцину игнорируют те, кто больше доверяет фейкам в интернете, чем авторитетному мнению экспертов. Очень много всплеска негативной информации. То есть диванные критики, которые сидят, не имея какого-то медицинского образования и так далее, сидят и рассуждают в соцсетях, что почему это не надо делать. Я понимаю то, что они недопонимают, они думают, у нас уже есть поговорка, авось проскочит, авось не получится. На разобщении 26 классов в 10 школах республики. Ситуацию усугубляет и подъем обычных вирусных заболеваний. Он уже начался. За неделю заболели 27 тысяч человек. Сейчас важна привиться от гриппа. Вакцинировались уже 334 тысячи человек. К ним сегодня присоединился и Владимир Жаворонков. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.